С 1 июля этого года изменились тарифы на электроэнергию. Об этом поговорим в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Андрей Травкин, генеральный директор энергетической сбытовой компании Башкортостана. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Итак, мы с вами говорим о том, что изменились тарифы на электроэнергию с 1 июля. Может быть, не каждый это почувствовал, потому что квитанции еще не пришли. Вот какие есть изменения? Основные изменения связаны с тем, что в соответствии с 509-м постановлением Государственного комитета по тарифам в конце, то есть конкретно 30 ноября 2024 года, были внесены изменения в диапазоны потребления электрической энергии для граждан. Были откорректированы диапазоны и определено 3 диапазона потребления от 0 до 3900 киловатт-часов, от 3901 до 6000 киловатт-часов и свыше 6000 киловатт-часов. О чем это говорит? В отличие от прошлогодней дифференциации, где классов было всего 2, то есть до 20 тысяч киловатт-часов и свыше, то есть, по сути дела, мало для кого применялся тариф повышенный, свыше 20 тысяч киловатт-часов, сейчас более дифференцированно регулятор подошел к определению тарифов, и граждане наверняка в своих платежных документах почувствуют то, что изменилась стоимость. Чем меньше потребление электроэнергии, тем ниже стоимость 1 киловатт-часа. И в соответствии с увеличением объема потребления повышается цена, причем повышается значительно. Для чего это делается? Преимущественно для того, чтобы выровнять нагрузку перекрестного субсидирования, которая ложится тяжким бременем на промышленные предприятия, которые снабжаются электроэнергией по совсем другим свободным ценам оптового рынка. И льготная категория потребителей, это являются граждане, они, собственно говоря, и должны заменить ту финансовую нагрузку, которая лежит сейчас на промышленности. Вот такое плавное увеличение, то есть есть варианты, есть сценарии снижения потребления. Буквально это прежде всего вопросы энергосбережения и экономии электроэнергии позволяют удержаться на льготном диапазоне потребления до 3900 киловатт-часов. Андрей Анатольевич, я правильно понимаю, что вот откуда взяли эти цифры, которые поделили на 3 диапазона, да, вот что каждая семья условно, например, потребляет до 3000, я условно говорю и так далее. Эти цифры среднестатистические, откуда они появились? Эти цифры определил Госкомитет по тарифам, исходя из статистических наблюдений, то есть сколько потребления приходится на обычную семью, которая живет в обычном многоквартирном или частном жилом доме. Какие есть категории тарифов и есть ли разделение? Ну, такое традиционное, наверное, физическое, юридическое, может быть. Да, безусловно, мы уже коснулись этого. То есть тариф для юридических лиц, это называется потребители категории «прочие», они покупают электрическую энергию у гарантирующего поставщика, который в свою очередь приобретает ее на оптовом рынке, оплачивает услуги по передаче и в конечном итоге со сбытовой надбавкой продает конечным потребителям, юридическим лицам. Это даже не тариф, это цена на электроэнергию, поскольку ежемесячно изменяется цена на оптовом рынке в зависимости от участников поставки электроэнергии, в зависимости от участников генерации, то есть это оператор оптового рынка определяет эту стоимость. Вот. А для населения тариф приобретается на сегменте оптового рынка, который называется РД, то есть регулируемые договоры, то есть по льготной цене, и, соответственно, трансляция для граждан осуществляется исходя из этого объема. Вот. Ну и, соответственно, тот объем электроэнергии, который предназначен для граждан, распределяется по 3 диапазонам потребления в зависимости от
объема потребления. Будет ли какая-то дифференциация между горожанами и сельчанами? Да, вот то, что касается ценовых параметров и условий применения, традиционный механизм применения сохранился. То есть для сельских жителей и для городских жителей, у которых пищеприготовление осуществляется на электроплитах, применяется понижающий коэффициент 0,7 к стоимости. Значит, кроме того, для домовладений, у которых для целей отопления жилища применяется электрокотел, применяется повышающий коэффициент 1,8 к объему потребления, поскольку электрокотел потребляет много электроэнергии, а отопление в зимний период, да, кстати, вот тут важно отметить, что в зимний период применяется коэффициент, то есть с апреля по сентябрь применяется коэффициент 1,8, а в остальной период года, он считается летним, коэффициент не применяется, сохраняется прежний, 3,900, 6, и свыше 6. Что делать, если, например, семья пользуется электроплитой или электроотопительной установкой? Вот как нужно сообщить об этом? Нужно ли куда-то идти или нет в этом необходимости? Да, безусловно, там есть заявительный характер. Для того, чтобы применить соответствующий тариф и поправочный коэффициент, необходимо семье, у которых есть электрокотел, предоставить выписку из госреестра на пользование жилым помещением. Кроме этого, необходимо представить технический паспорт этого помещения, либо проект энергоснабжения, который предполагает наличие электрокотла, и паспорт на электрокотел. Все это можно в виде сканов подать через личный кабинет, и будет применяться поправочный коэффициент 1,8. То, о чем я говорил. Кроме этого, также в заявительном характере применяется льгота для многодетных семей. То есть также подается заявление, подтверждающее документы, и в этом случае для многодетных семей применяется льготный тариф на весь объем потребления, какой бы он ни был. Это как для многодетных семей, проживающих и в городе, и на селе? Это одинаково, да, совершенно верно. А если говорить об ОДН, как изменится расчет? Расчет на общедомовые нужды и тариф, который применяется для ОДН, не меняется, и применяется тариф первого диапазона. А предусматривается ли именно контроль какой-то за соблюдением того, как потребляется электроэнергия? Мы сейчас говорили с вами о том, что есть диапазоны, а вот кто будет это контролировать? Прежде всего, в настоящее время каждый гражданин должен своевременно, то есть с 18 по 25 число каждого месяца, передавать показания своего электросчетчика для того, чтобы определить объем. А для того, чтобы проверить, корректно ли передаются эти показания, не занижаются ли, один раз в полгода представители нашей организации будут проверять этот объем потребления. Кроме того, необходимо отметить, что начиная с 2021 года в соответствии с 522 федеральным законом об интеллектуальных системах учета, мы, как гарантирующий поставщик, на которого возложена обязанность строительства интеллектуальных систем учета, мы постепенно, ежегодно наращиваем объем умных счетчиков, с которых самостоятельно мы получаем расход электроэнергии, соответственно, без участия человека, то есть абсолютно корректно и непредвзято мы используем в расчетах именно те значения, которые получены с интеллектуальных систем учета. Андрей Анатольевич, а если сравнивать тарифы на электроэнергию у нас в Башкортостане в целом с другими регионами в Приволжском округе? Должно отметить, что у нас в республике тариф один из самых низких
во всем Приволжском федеральном округе. Ну, для сравнения на заставке, наверное, видно эти цифры. Вот, внимательно их посмотрите. У нас один из самых низких. Андрей Анатольевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали об изменениях, которые вступили в силу с 1 июля. Я надеюсь, что нашим телезрителям эта информация была полезной. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью».